Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко. Добрый день, в эфире радио Крым Реалии, в студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Это новая программа радио Крым Реалии. Она выходит каждый день в 12:10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Сегодня гость нашей студии – крымско-татарский активист, правозащитник, политзаключенный времен СССР Синавер Кадыров. Здравствуйте. День добрый. Я предлагаю послушать информацию о нашем сегодняшнем госте, которую подготовили наши коллеги. Гость эфира. Синавер Кадыров – крымско-татарский активист, политзаключенный времен СССР. Родился в Самарканде, где жили его родители после депортации их семей из Крыма. Окончил Ташкентский государственный педагогический институт по специальности преподаватель крымско-татарского языка и литературы. В 1984-85 годах принимал активное участие в создании подпольного крымско-татарского журнала, который тайно распространяли в городах Узбекистана и Краснодарского края. Из-за этого был арестован 12 декабря 1985 года. Советский суд признал Синавера Кадырова виновным в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих общественный строй СССР или его политическую и экономическую системы. Отбывал наказание в Якутии. Входил в состав Меджлиса крымско-татарского народа на протяжении до 2013 года. Был делегатом Курултая 2-5 созывов. 23 января 2015 года Синавера Кадырова задержали российские пограничники, когда он пытался выехать на материковую часть Украины. Подконтрольный Кремлю суд Армянска вынес решение, согласно которому крымско-татарский активист должен был уплатить штраф и оставить Крым без права возвращения. Гость эфира. Синавер, вы родились в Самарканде, семьи ваших родителей были депортированы из Крыма. Скажите, в детстве вы часто слышали рассказы о полуострове? Ну, собственно говоря, я не помню, скажем, такого времени, что вообще не слышал. Я просто знал, что родители родились в Крыму, наша родина Крым, и что их, будучи детьми, выслали. Это, собственно говоря, не было у нас в семье закрытой. Я думаю, что для крымских татар ни для одной семьи эта тема не была табу. Напротив, родители старались до детей довести ту историю, ту трагичную историю, которую, в общем-то, в результате которой народ оказался за много тысяч километров от своей родины. Каково это провести детство в осознании несправедливости, которая происходит по отношению к близким, к народу? Вы знаете, наверное, как раз-таки вот эти вот рассказы с самого детства, да, и воспитывали то чувство, да, такое вот болезненного восприятия или, скажем, неприятия, да, несправедливости. Наверное, вот как раз-таки с этим было все заложено, и для меня, в общем-то, понятия, скажем, да, честь, достоинство, это не были понятия, просто пустой звук и так далее. Мы с этим росли и, в общем-то, старались и в жизни вести себя в соответствии с тем понятием, скажем, которые вложили в нас родители. И я помню даже уже, когда, будучи молодым, когда в национальном движении первый обыск, это 82-й год,
тогда, я помню, получилась такая ситуация. Я очень сильно переживал за маму, у нее болело сердце, там врожденный порог, говорили. Ну, я знаю одно, что, собственно говоря, мама была очень больная, и я переживал за нее. Но я не видел ведь себя, я был бледный. И, собственно говоря, мама, увидев меня в таком состоянии, она решила по-своему, что я испугался тех гибистов, которые ворвались, тогда тоже буквально ворвались для обыска. И она мне буквально говорит: если ты так боишься, то почему ты этим занимаешься? И знаете ли, вот, собственно говоря, это вот явилось, да, как бы пощечиной мне, которая привела меня, в нормальное состояние. Я понял, что она, и напротив, она очень себя дерзко вела с ними, начала их без стеснения сравнивать с фашистами, потому что у нее были основания, она в детстве видела тех. А их это очень сильно, в общем-то, знаете, возмущало, как так советского чекиста сравнить с гестаповцем, да? Она говорит: да, собственно говоря, вы знаете, говорит, немцы у нас, говорит, в кастрюле искали партизан, а вы в кастрюле ищете литературу. Поэтому, говорит, для меня, собственно говоря, я не вижу большой разницы. И я к чему это все? Это вот как раз... И тогда она потом мне сказала: в своей жизни и в деятельности в отношении с государством не ведите себя так, словно кошка с мышкой. Всегда помните, что для кошки это игра, а для мыши это чревато жизнью. Будьте честны в своих, скажем, требованиях. То есть не юлите. В противном случае ты просто проиграешь. Всегда в вопросах, знаете, таких уловок всегда побеждает сильнейший, потому что в его руках все рычаги, да, и поэтому, собственно говоря, я же говорю, и принципы, собственно, которые придерживались активисты национального движения, были такие, что они не скрывали своих, будем говорить, претензий, требований к государству. Естественно, в лице государства выступали те конкретные чекисты, органы прокуратуры и так далее, кто бы ни был. Вы рассказали потрясающую историю. Это такой урок чести и достоинства, который дала вам ваша мама. Это очень интересно. Спасибо за то, что поделились с нами. Расскажите, пожалуйста, в 80-е годы прошлого века вы принимали активное участие в создании подпольного крымско-татарского журнала. Как вы пришли к этому? Знаете, в национальном движении время от времени, в национальное движение за его период сменилось, в общем, влилось не одно поколение. И мы не были первым поколением молодых, которые вливались в национальное движение. Ведь, если скажем, да, Мустафа Джемилев тоже вливался, будучи молодым, да, вот их, это 60, назовем так, условно, да, шестидесятники. Это те, которые родились в Крыму накануне депортации, либо те, которые вообще в дороге родились, или родились сразу в год депортации. То есть это вот поколение, которое подросло, и они уже, будучи студентами в начале 60-х годов, они вливались в национальные движения. И, естественно, как и всякие, в общем-то, да, все молодые, они... молодости и юности свойственен максимализм. Они приходят, да, с такими идеями и так далее. И как раз-таки именно
это и способствует всегда подъему, очередному подъему и так далее. То есть мы не были первыми, но и уже к этому времени в национальном движении были уже такие традиции свои. В национальном движении, знаете, постоянно была, издавалось такое, да, сам издатом и распространялось нарочно, это информационный бюллетень. Что он из себя представлял? Он представлялся письменный отчет в результате поездки в Москву делегации, которая поехала представить документы или, скажем, требования, да, довести до главы государства, до правительства. Ведь мы были также, собственно говоря, одним из народов СССР. И нам также присущи были, у нас тоже были те, которые говорили, что там разберутся наверху. Были скептики, говорили, разбираться в чем? Либо вы думаете, что они не знают, собственно говоря, они и преследуют это. Но здесь уже было, скажем, в народе было так. Естественно, выглядело так вот массовые, выглядели сторонники того, те, которые направляли делегацию с тем, чтобы, в общем-то, раскрыть правду партии и правительству. И поэтому, вы знаете, мы продолжили это, и при нас, и мы уже выпускали, скажем, информационные бюллетени. Но если посмотреть, да, информационные бюллетени группы Мусы Мамута, эти информационные бюллетени как бы редактировал Мустафа Джемилев, там уже были оценки. Оценочные, скажем, статьи, не просто изложение факта. И потом, чем они еще отличались? Они отличались тем, что в информационном бюллетене инициативной группы Мусы Мамута не было просто отчет о поездке, а старались фиксировать все нарушения, с которыми сталкивались крымские татары, или же те нарушения, которые, в общем-то, в отношении крымских татар, и в первую очередь в отношении крымских татар, проживающих в Крыму. Ну, мы слышали, что была попытка издания некого журнала. И вроде бы он был номер какой-то, но ни я, ни, скажем, мой соратник Шевкет Хайбулаев, мы не видели, не читали его. Но факт остается фактом. Мы просто уже думали, что нужно не просто излагать факты или еще что-то, но и работать над формированием общественного мнения и в первую очередь среди молодежи. И вот таким образом мы пришли к тому, что, наверное, нужно сделать журнал. Мы его называли журналом. И, ну, как-то была у нас своя концепция по аналогии, скажем, с вестником университетов и так далее. Его сделать таким объемным по разным отраслям там. Но, скажем, в момент, когда меня арестовали, мы успели издать 2 номера еще, но самое интересное, я думаю, что они немножко уже даже знали, кто, потому как на допросе мне просто показали
вот буквально мы его только отпечатали, да, только подготовили самое, и они мне уже показывают, говорят, вы знаете? Я говорю, не знаю. Мало ли какая литература ходит. Но у нас еще были те, которые, в общем-то, являлись в этом плане примером. Очень сильно в этом плане очень сильно была поставлена работа у адвентистов седьмого дня реформистов. У них вообще было издательство, а как раз-таки центр их был тоже в Ташкенте. Это, вы знаете, вот в Украине очень слабо себе представляют Узбекистан того периода, да, 70-е годы, 80-е годы, и в частности Ташкент. А он был достаточно в этом плане прогрессивным. Там, ну, если центр, да, идеологический центр адвентистов седьмого дня реформистов был там, о чем говорить. Но мы сами собой, то есть там вообще печатались, да, на станках и уже очень профессионально изготовленные брошюры. И я помню один из случаев, когда только разбомбили одну из типографий у них стационарную, как на утро уже новая брошюра, отпечатанная уже на другом станке, буквально лежала на пороге КГБ Узбекистана. В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Наш гость Синавер Кадыров. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии». В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. У микрофона Елена Юрченко, гость нашей студии, крымско-татарский активист, правозащитник Синавер Кадыров. Синавер, вы в 80-х годах прошлого века отбывали наказание в Якутии. А сейчас, в 21 веке, наказание в Якутии отбывал Сенцов. Другой, да, крымчанин Олег Сенцов. На ваш взгляд, как вообще, насколько Россия наследует традиции тоталитарного режима Советского Союза? Вы знаете, как раз-таки вот этот вопрос очень интересен сам по себе. А был ли вообще другой период у России? Вот я не помню. И Россия изначально она стала претендовать и именовать себя империей, и она, собственно говоря, иначе себя не представляет. И только вы смотрите, 100 лет назад, да, такой вот маленький, такой вот отрезок, да, в истории между февральской революцией и ноябрьским переворотом и захватом власти, когда большевики, да, захватили. Вот только этот период какой-то свободы, да, но предшествует, да, подъем. Возьмем Россия, канун Первой мировой войны, довольно-таки очень много, ведь там чувствуется свобода, но она продолжает оставаться империей. Свобода ощущается, скажем, в Питере, да? Не просто так же, вообще очень интересен сам по себе феномен, да, как в рабском государстве может литература достичь таких высот, как, в общем-то, она достигла
и дала таких писателей, как Толстой, Достоевский. Это писатели с мировым именем. Я не беру. Пушкин — это другой. Это для русского народа, да, считается, в общем-то, что с ним появляется литературный русский язык. До этого это другой. Но факт остается фактом. Имеется в виду, да, Достоевский, Толстой, Достоевский, и там влияли Чехов, Тургенев и так далее. И я уже не говорю Серебряный век, да, оно вообще не вяжется. Вообще не вяжется. Ведь крепостное право отменено, 62-й год, да? А по факту встречается еще в России, в глубинках, 13-й год. Это две России, две совершенно, скажем, даже не могу подобрать слово, потому что нельзя сказать, что они сосуществовали. Мне кажется, они как-то в параллельных мирах, параллельных каких-то существовали. Они существовали на одной территории, но при этом не соприкасались. Очень интересное наблюдение. Современная Россия. Сейчас российские силовики все чаще проводят обыски, задержания в Крыму. Вот 11 октября, накануне буквально прошел ряд задержаний в Бахчисарае. Чего добивается Кремль? Вы знаете, таким режимам, как российские, то есть тоталитарным режимам, свойствен один только метод борьбы с свободолюбием – это террор. Это террор, запугать и контролировать. Они не в состоянии иначе управлять территорией. Поскольку они не в состоянии управлять процессами. Их стиль руководства – это управлять людьми, но не процессами. Для процессов это нужен и интеллект, и, в общем-то, много другое. Но они, скажем, не дотягивают до этого. И, собственно говоря, это уже традиционно, да, для российского режима, вернее, для России. Независимо, была ли это царская Россия, был ли это коммунистический режим и так называемые, сегодня я не знаю, кто там, либералы, демократы, но они себя не идентифицируют как коммунисты, да, и поэтому очень сложно сказать. Но и если, скажем, возьмем, что они себя стараются преподнести как демократы, да, но стиль управления единый для всех этих режимов. И поэтому они могут только через то, чтобы подавить человеческую волю. Его честь, достоинство с нормальным человеком у них не получается. И поэтому я думаю, что они именно в силу этого и ведут себя соответствующим образом. Сейчас все чаще говорят о необходимости присутствия международных наблюдателей на территории оккупированного Крыма для того, чтобы вести мониторинг по соблюдению прав и свобод. На ваш взгляд, реально ли это и насколько это поможет людям, которые сейчас живут в оккупации? Вы знаете, мне сложно ответить на первую часть вашего вопроса. В той части, позволит ли присутствие там международных наблюдателей зафиксировать факты нарушения больше, чем сейчас. Я немножко опасаюсь даже другого. У России очень большой опыт работы с этими наблюдателями, и обязательно среди них найдутся те, которые будут
искажать факты. Речь идет о другом. И сегодня, собственно говоря, сами люди еще позволяют нам с оккупированной территории Крым получать информацию в достаточном количестве для того, чтобы, скажем, воздействовать на принятие решений международным сообществом. Другое дело, насколько международное сообщество готово тоже, в общем-то, знаете ли, к таким принципиальной позиции в вопросах прав человека. Потому как, если, скажем, да, проанализируем выступление чешского президента, правда, средства массовой информации тоже немножко не договаривают, ведь там сама речь была построена немножко хитро. Он как бы из опасений, что освобождение Крыма может привести к европейской войне. Вот это уже новый такой месседж заброшен, да, в Европу. Господа, не забывайте, ваша попытка освободить Крым чревата для Европы в целом и мира. Год назад... И поэтому, вы знаете, я думаю, что как раз-таки вот это вот немножко не принципиальная, да, не жесткая позиция Европы может быть очень отрицательно сказаться на ситуации в Крыму. Потому что, смотрите, они сейчас работают по принципу, два момента, можно сказать, по принципу создания такой визуальной картинки, которая закладывается уже на уровне подсознания. По принципу, да, капля камень точит. Постоянно, вы посмотрите, картина какая. Естественно, это многие, да, как сейчас модно стало говорить, да, соблюдающиеся. Они, как правило, вот у них свое представление об исламе, это обязательно борода и так далее. Тут же будет хасид с этой бородой косить. На это не очень обратят внимание. Но вот мусульманин такой вот, это уже образ, и я думаю, что как раз-таки Россия сейчас работает, да, по принципу накопления вот этого. И я боюсь, она работает и ожидает тот момент, когда можно будет буквально обвинить всех крымских татар, да, в исламском терроризме или радикализме и получить карт-бланш, давить буквально. Это как было приблизительно ситуации в Чечне, да, когда первую войну чеченцы выиграли и подписали Хасавюртовские соглашения, были события 11 сентября, позволили России буквально пройтись по Чечне. Уже использовалась и авиация, и все, что... А мир уже на это реагировал иначе. То есть я опасаюсь как раз-таки вот этого. То есть силовое давление – это не предел, скажем, для Кремля, да? Может быть, да, и вооруженное давление. Ну, скажем, что такое? Там и сейчас вооружен. Другое дело, что нет такого тотального физического истребления. Они просто сейчас используют тактику. Либо вы замолчите и будете жить по нашим правилам, но даже в этом случае я не исключаю, что у них есть некий, скажем, проект или, как там назовем, какой процент крымских татар может оставаться на полуострове, а остальных, если там выдавить, буквально затерроризировать население до того, чтобы люди, в общем-то, покидали.
Наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио Крым Реалии. У нас в гостях был крымско-татарский активист, правозащитник Синавер Кадыров. Огромное спасибо вам за эту содержательную беседу. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня. Спасибо.